Варвара Константиновна 19 сүйе 2 саңаргар тыгынчага сүз 9 сыллака булуң улугар күнсенин көрбүдө. Арасыларга набыр улугар бастугунан табахатынан булчутунан үлеләбиде. Кергеннән үз кыгы оны бир олы италан киһоңаран билген 12 сен оны 12 кос сен амарага бете. Табалыбын, бустубын, капканна кысалыбын. Хайыныгар табаға хыгамны стадаға. Onu hıcı Максимнің. 2 сыллағата республика президенті яғынан Варвара Константиновна үйе саас анал бәлейінен етенне сүйіз тұхынша қарчынан бір емейлемді. Өтік кіржағыз көз олығы ұчуталарын ұчутала. Сүрбәхіз үйе ұрахатын оны анабыр тұнтаратын қотуна ден аттары сүгер. Олығын тұқары үләні өрі тұтан жолың ұстыпыт кіржағыз білген тақ оларын тәйбет. Bayım hıkkı anamın ovaya. Ahıtana hıra kıyarım tuğdağım bak. İne huvak. Benden hıbın. Benden de tanınam. Man bu olurum. Terapütte etmek başlılarım bir daha huvakta. Hokutuk dayım ben hıccam. Bilgin saqa sırı munguturu hüneyelağa nabırlığın saskılaq neyleger kıhınan toğda sulubiyata hoğdayağılır olur. Ondan ıtık kırcağız keyin korakka jelenlerin ırasını alanar. Sonlargınan Alina Mansurova, Luiza Tuktarova, Andrei Lazarev. Бүгін модун спортивный комплекска сааскы сыннялан Жакускай коракаден барылынан оскола оларгар научно-технической выставка ахалынна. Манна республика расмыннығыттан 500-тен тақса оғы кыттасылдар. Оскола оларгар научно-технической выставка göz бұйытынан өрігір Министерство интерьетінен сылынақсын ұтылдар. Бұйылғы тәрәхенге барты 19 ұлыс кытынна 500 үлі келді. Онты республикөрден 19 ұлыс осколаргар техникаян жарықтанар сүйсірбе кен бар. Бүгін манна бары бұл оғалар кәләнер бұттығын ғоралдарын научно-технический әттілерге қайдақ тоқ изобретения бары, онан атастаған, опыт атастаған үлі әлдалар. Матага Ванасий Владимиров манны кейнерден ордық хаңала сүйе білілістіра, Жукускай көріт онна қатас көқтақты күтталар денетер. Онты бұл реңі көрекқа екесмесін албы тату ұлығын қаманата бұйыл өсірдік сетегенер бағалақ. Бүгін выставка тәрәхәне сүйе беді ұрқытаған қуатыққа өсті тұпсыбық күрдік, атын ұлыстар кені. Онан бейданы хотча қуғаны хоқпы, онан бөй қылдарына күттәді яқтырды. Билүү кампаниясын сылжар Дима Капитонов муы үйттірін оғын ағалан техника аячылар конкурстарығыр көйбіт. Саңа тәрелі күнне ағылықын амны тұттан жон бейребен ұлбыт. Онта айында har білетін туынан кені манны көпсер. Үстен барыңын мұнқала, оны масуған бірін әрі яғын. Чабылықтар қазір. Тұтса, тоғала, жөе. Техника рас көріңе дәр аячылар көмелерінен сылаты сайда тұрар. Бұл оннағыр саңарар үнкілер роботаға бұттар. Сонырген Алена Гонярова, Егор Никифоров. Бүгінгі сонын маннық салғы тылы Анна Эригна верим. Спасибо, Максим. А сейчас коротко о главных темах выпуска. В Якутске прошла коллегия Министерства финансов Республики. На ней были подведены итоги исполнения государственного бюджета в 2005 году. Оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. В Алёпинске состоялись медико-тактические учения. В Эмиконском районе прошло главное действие традиционного международного фестиваля туризма «Полис холода». Итоги исполнения государственного бюджета в 2005 году. Этой теме была посвящена работа коллегии Министерства финансов Республики, в которой принял участие премьер правительства Егор Борисов. В своем докладе министр финансов Айсен Николаев отметил, что реализация закона о государственном бюджете в 2005 году проходила в условиях стабильного развития экономики республики и положительной динамики важнейших ее показателей. Это прежде всего валовой региональный продукт, вложение инвестиций в основной капитал и производства. Важным моментом прошлого года стало вступление в силу федерального закона номер 122, который внес значительные изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Также изменения в части доходов и расходов были внесены в государственный бюджет Якутии в связи с реализацией государственного пакета акций компании «Якутуголь» на сумму почти 11 миллиардов рублей. Таким образом, доходная часть бюджета составила 44 миллиарда 40 миллионов рублей, расходная 56 миллиардов 964 миллиона, с дефицитом бюджета 12 миллиардов 924 миллиона рублей. Сегодня председатель Федерации профсоюзов Республики Александр Ким Кимен встретился с журналистами. Пресс-конференция была посвящена итогам Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России в Москве и итогам работы в первом квартале 2006 года. С подробностями Кира Курилова.
Председатель Федерации профсоюзов подвел итоги работы Федерации за 3 месяца. Наиболее острой ситуация была вокруг непенсионного фонда «Алмазная осень». Прошло несколько встреч с активом профалмаза с участием президента Республики Саха-Якутия Вячеславом Штыровым. Большую поддержку в отстаивании интересов вкладчиков сыграл и профсоюз. В действиях руководства компании, высшего руководства компании, некий теневой оттенок проявляется, когда их больше всего интересуют активы. И в том числе речь идет не только об активах негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень», речь идет и о том, чтобы как продать санаторий «Голубая волна», как продать, значит, гостиницу «Алроса», значит, в Москве, и то, что и в Санкт-Петербурге. То есть достаточно ликвидные активы, а в то же время это будет бить, так сказать, по социальной программе компании. В результате целенаправленных совместных действий были приостановлены действия руководства компании «Алроса», которые могли бы привести к дестабилизации работы фонда. Выступая на Генсовете в Москве, Александр Николаевич обратил внимание на то, что федеральный центр увлекся приведением в соответствие законов субъектов с Конституцией Российской Федерации. По Конституции страны у нас Российская Федерация является федеративным, демократическим, правовым и социальным государством. И в этой связи вообще лучше было бы вести речь об едином конституционном пространстве, потому что сегодня внутри федерального законодательства огромный пласт противоречий. Серьезные проблемы с перераспределением полномочий сейчас имеют место и в нашей республике. Именно из-за этого сегодня вновь выросла задолженность по заработной плате. Невозможно преодолеть дифференциацию между горнодобывающими отраслями и бюджетной сферой. Дважды помог тот, кто помог вовремя. По таким девизам в Алекминске прошла межрайонная конференция медицинских работников. Оказание доврачебной и медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях сегодня одна из наиболее актуальных тем. Научиться правильно действовать в таких ситуациях стала главной задачей прошедших в рамках конференции медико-тактических учений. В них приняли участие представители 9 команд из городов и улусов Якутии. С места учений репортаж Светланы Большедворской. Машины скорой помощи стремительно подъезжали к месту происшествия. Пострадавшим оказывалась необходимая первая помощь. И после их увозили в приемный пункт, где судьи конкурса оценивали скорость и правильность действий бригады. Команда номер 2 Нюрюктяй. Пострадавшая, жалобы на боли в поясничной области и онемение конечностей, подскользнулась, упала. Да, в жизни встречались такие ситуации, в нашей работе были дорожно-транспортные происшествия с смертельными исходами. И, конечно, мы сталкивались и готовы. Оказываем доврачебную первую помощь. Зависит судьба человека от того, как мы правильно поставим диагноз и куда мы его госпитализируем. Подобное учение уже 3-е в республике. До этого они проходили в Вилюйской и Заречной группе улусов. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – это улучшение качества медицинской помощи, в том числе оказываемой средними медицинскими работниками. Лучшими среди линейных бригад скорой помощи стали алекминские спасатели. Среди участковых больниц лидером оказалась команда из села Абага. Считаю, что вот эти соревнования, они только плюс дают в нашей работе. Они показывают, что мы умеем, что мы знаем, дают стимул для работы, для дальнейшей. Светлана Большедворская, Геннадий Лопатинский, Илья Борисов для НВК «Саха» из Алекминска. Во время весенних каникул правильно действовать и защищать себя учат и в специализированном туристическом лагере в городе Мирный. Несмотря на то, что требования военные, ребятам нравится проводить здесь свое свободное время. Впервые подобный лагерь организовали здесь летом прошлого года. Нынче он вновь открыл свои двери. Из Мирного материал наших коллег. Первые годы финансовую помощь лагерь получал в основном от спонсоров. Недостатков желающих не было никогда. В каждом из 3 заездов было по 30 человек. Но в 2003-м стали подумывать о том, чтобы сделать его работу круглогодичной. Но все упиралось, как обычно, в финансы. В 2004-м под свое крыло ребят взяла компания «Алроса». Получив финансовую поддержку, клуб приобрел необходимое оборудование. На этой материальной базе был создан военно-спортивный клуб «Барс». Человек получает навыки не только самоорганизации, но и организации других людей. То сейчас у нас подходят практически со всех школ у нас есть. И в среднем составе, в среднем взводе. И вот тем более вы сегодня видели младших. Сегодня он объединил более 40 ребят.
Они разбиты по возрастам на 3 взвода. Причем старшие ребята сегодня во всем помогают новичкам и несут за них ответственность. Сложнее быть как руководителем, получается, хоть и мелким. Вот. Ну, не знаю, мне нравится. Когда был я кадетом, я отвечал, то есть у меня была ответственность за себя, за свои действия. А теперь я отвечаю за себя и за подчиненных. То есть это идет большая ответственность за всех, нагрузка большая. Кстати, Евгению работа в клубе наверняка поможет при поступлении. Этим летом он во 2-й раз будет штурмовать приемную комиссию Питерского военно-морского института. А среди новичков-кадетов много девчонок. Да, современным девушкам необходимо уметь постоять за себя. Для того, чтобы уметь себя защищать. Это очень нужно, мне кажется, для девочек. И это даже уже помогло мне. Каким образом? Защищалась от нападавших. Больше всего кадеты любят, конечно, занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и выезды на природу. Сложнее дается теория, но все равно ребята тянутся в клуб. До лета остается немного времени, а это значит, что впереди целых 3 месяца военно-полевой жизни в лагере клуба «Барс». И последнее. В Эмиконском районе прошло главное действие традиционного 7-го международного фестиваля туризма «Полюс холода», посвященного 75-летию образования Эмиконского улуса. Напомню, в этом году фестиваль холода впервые стартовал в городе Якутске и затем продолжился в Эмиконе. Для участия в фестивале в республику прибыли Санта-Клаусы из Лапландии и Дед Мороз из Великого Устюга. Главные новогодние волшебники вместе с Чисханом и хранителем холода определили основные направления деятельности по трехстороннему сотрудничеству. Жителям и гостям Эмиконского улуса было представлено театрализованное представление. Здесь же прошел детский бал, выставки ювелирных, кузнечных и меховых изделий. Также состоялся конкурс строганина и организованы спортивные соревнования, игры и прочие развлечения. Недавно Санта-Клаус побывал в Нанском улусе, а после тамтора вместе с Дедом Морозом он посетил Хангаласский улус. Здравствуйте, здравствуйте. Hello, hello. Как дела? Окей, very good. Не зря же я приезжаю к вам каждый год. Не зря же я приношу подарки. Потому что люди вы хорошие. Потому что глаза у вас добрые и сердце горячее. И, наверное, не случайно, что именно многие из вас живут на полюсе холода. Выжить там, где зима лютая, морозная, могут только люди, у которых по-настоящему горячее сердце. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Сагаламмыт неделе өтө өтөмүктәк болдун. Анысы көрсө кадере.